Бексултан был очень рад тому, что кинотеатрам было разрешено работать. Он долго ждал этот момент и не скрывал радости. Сегодня он специально пришел посмотреть новый фильм, который ждал долгое время. Сегодня я пришел посмотреть фильм «Напарники». Очень довольно соскучились по фильмам, не только сидеть дома. Я думаю, также будет продолжаться ставиться фильмы и будем больше уже посещать людей. Хотел бы всех молодых призвать уже смотреть фильмы, так как жизнь продолжается. Особенно хотел бы пожелать всем здоровья и благополучия. По словам Марата, он тоже долгое время ждал открытия кинотеатров. И он уверен, что смотреть фильмы в кинотеатре совсем другое, нежели дома по телевизору. Сам киноман, поэтому смотреть кино в кинотеатрах – это совсем другое. Дома не так уж. Таких ощущений, как здесь, нет. После открытия кинотеатров между зрителями должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Было разрешено работать с 50% наполняемостью зала, соблюдение всех санитарных правил и обязательной дистанции между сидениями. На сегодняшний день нормы санитарной безопасности обязательно мы соблюдаем. Это обязательное ношение масок как сотрудников, так и клиентов. Также тепловизор с охранником на входе будет проверять температуру каждого клиента. И антисептики возле каждого зала и на входе будут обязательно дезинфицировать руки. Вот. И еще главная особенность – это 40-минутный перерыв между сеансами. За 40 минут очень идет хорошая вентиляция по залу, полностью проветривается, все вентиляции у нас все работает. Популярный шоумен, актер Бакыт Осмунканов признался, что очень рад открытию кинотеатров и отметил, что индустрия отечественного кино могла бы погибнуть ввиду того, что 9 месяцев все кинотеатры были закрыты. Ведь на протяжении многих лет воспитывалась культура похода в кино, и за короткий промежуток времени мы рисковали потерять ее. Соответственно, нам надо было возвращаться на 15-10 лет назад. Поэтому очень радует, что вот с 1 декабря кинотеатры открываются. Но нас самое много поражало, что, оказывается, по логике наших верхушек, самое опасное место, оказывается, кинотеатры. Ни Тойхана, ни рестораны, ни клубы, ни фитнес-клубы, ни маршрутки, ни базары, ни рынки, ни маркеты. Да? То есть очень мы долго бились, мы не выходили на митинги, это не наши методы, но тем не менее мы очень просили. И в конце концов наши мольбы и умоляя услышали. Стоит отметить, кинотеатры – одна из последних сфер бизнеса, которая осталась закрытой с начала пандемии коронавируса в Кыргызстане. Предприниматели и владельцы кинотеатров не раз обращались в правительство с просьбой разрешить их работу. Однако, несмотря на разрешение работы рынков и общественного транспорта, кинотеатрам не давали разрешения на работу до сегодняшнего дня, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.